что, ждет меня долгая дорога до Алнаш, порядка 100 километров. Я ночевал там 3 ночи. Сейчас покажу вам это место. Я снова иду в Плюшево, теперь уже мимоходом в сторону Исымбаева, иду до Алнаш. Только птички поют. Вот такую дорогу я люблю, когда машин нет, тишина. Только что произошла самая невероятная встреча за моего путешествия. Вот смотрите, вот на такой дороге, где грязь, лужи, где на протяжении, наверное, 5-7 километров я вообще не встречал ни одной живой души. Встретил путешественника на велосипеде, который едет из Москвы в Екатеринбург. Я был вообще в шоке. Вышел я из деревни Исымбаева. Пришлось мне встать сегодня, во сколько же? В 4:30. Потому что я отдал свой пауэрбанк заряжаться местным жителям в деревне Исымбаева. Сегодня очень холодный день, потому что я думаю, что вы понимаете, тучи черные. Я даже оделся в свою теплую куртку. Друзья мои, это просто чудо. Буквально за одну ночь после обильных дождей вылезла земляника. Куча ягод на склоне. Я вот просто не могу остановиться. Вы бы знали, какая она вкусная. Очередной прекрасный день моей экспедиции. Я до сих пор иду в Республике Татарстан. Сегодня я по планам должен вернуться в Удмуртию. Доберусь я, скорее всего, до Варзиятчи. Это где наш знаменитый курорт. Вот, а сегодня я ночевал вот в этом прекрасном лесу. И Маришка мне звонит. Я добрался до реки Иш. Посмотрите, какой он здесь огромный. Последние километры я иду по Республике Татарстан. Я уже несколько дней без связи, без интернета, потому что я нахожусь в роуминге. Сейчас я в деревне Крынды. И следующая моя точка, это уже в Удмуртии, будет Варзиятчи. И в последней татарской деревне моей экспедиции я же, смотрите, что здесь встретил. Оп! Марсиане-то оставили здесь свою летающую тарелку. Я снова на удмуртской земле. Как я этого ждал. 3 дня я шел снова до Удмуртии. Сейчас я в Варзиятчи. Вот, возможно, я попробую добраться на знаменитый курорт. Ох, какие здесь холмы красивые, смотри. Заглядение, а тут пруд рядышком. Сейчас я посижу на пруду, отдохну.